Бүген бик кызык, бик шундый насыщенный кич үтте безнең. Бүген кичнең исеме Аллагый. Аллагый ул борынгы заманадан килгән безгә шундый яшьләр элек авылларда кемдә әти-әнисе киткән, шуларда өйдә җыелышып уйнаганнар яшьләр уеннары. Шул уенда алар танышканнар, ныграк белгәннәр берсе-берсен. Шуңар бүген бик кызык кич үтте. Бик яхшы бүген Илдан кызлары биеде. Друзья, я в штабе первый раз, вот сегодня пришел. Если честно, очень долго ломался, не хотел приходить. И каково было мое удивление, когда я пришел в круг родных людей, ну, сразу почувствовал такую обстановку родную. Все очень понравилось, очень круто. Сюда приходят люди абсолютно разные. Цель не только познакомиться, да, с татарами, но и в целом познакомиться с разными людьми. Здесь очень приятная обстановка. Здесь и как-то чувствуешь, откуда твои корни, да, потому что можно и чай попить, и чак-чак поесть, и услышать гармонь. Я считаю, что это очень круто, что есть такое место, где можно собраться разным людям, познакомиться и просто как-то отвлечься от работы, от какой-то рутины. Люди, я вас люблю! Миллет, Сегодня были, на мой взгляд, неплохие конкурсы, которые позволили разрядить обстановку. Мне понравился конкурс с фантами, где были предложены разные задания. Этот конкурс раскрепощает, заставляет даже стеснительных, молчаливых людей как-то двигаться, что-то делать. Пришел сюда третий раз. Первый раз был короткий 20 минут, просто пора чувствовать атмосферу. Второй раз я уже шел целенаправленно. Пришел на бизнес-тренинг, очень понравилось, очень было прикольно. Куча народа, неформальная обстановка, это располагало к общению, к новым знакомствам. Про вечер знакомств узнал уже от Алины, которая пропиарила его везде. Честно говоря, не знал, успею не успею в связи с работой, но так подфартило, что успел, и не зря успел. Поучаствовал в куче конкурсов, для разогрева начал с танцев. Потом перешли в другие ипостази. Давайте поаплодируем лучших леди сегодня! Я участвовал в конкурсе «Любовь с первого взгляда». Это такая игра раньше была, где 3 парня и 3 девушки вслепую выбирают друг друга, то есть одни только по симпатиям, по схожим ответам, ну и так далее. И в конце вскрываются, говорят о своей симпатии. Если симпатия взаимная, то, собственно, у них есть время для того, чтобы развить эти чувства. А Руслан у нас инженер-конструктор, 27 лет, но выглядит на все 16. Его девиз: «Я за любой кипиш, кроме голодовки». Подходит Танзиляапа и говорит: дружище, ты как, одинокий или нет? Я говорю: конечно, я ищу любовь всей своей жизни, Танзиляапа. И, соответственно, говорит: хочешь поучаствовать, попробовать свои силы, может, та единственная здесь присутствует. Я говорю: ну с чем черт не шутит, давайте. Не прогадал. Стою теперь с очаровательной блондиночкой. Когда будет свадьба, пригласим вас всех. Нет, всех слишком много. Не, ну ладно, всех.
киткәндә яшьләр, аларның күзләрендә нур, зиһен, иман булып киттеләр алар бүген. Алар барсы да татарлар үзара Мәскәүдә танышу. Ул үзе бер бик зур нәрсә. Аннан соң күп үзара по профессиям поговорили. Врачи с врачами, экономисты с экономистами, юристы с юристами. Ул да бик яхшы нәрсә. Вечер прошел в очень душевной атмосфере. Было много конкурсов, было много интересных людей, были новые знакомства. С некоторыми пересекался неоднократно, с некоторыми только познакомился. Поэтому всем рекомендую сходить хотя бы как минимум раз, потому что на словах, сколько мне прошла Проскаль, ни разу не был, честно. Вот третий раз прихожу и уже, видимо, буду как постоянный гость, потому что атмосфера очень душевная, располагает к неформальному общению, к знакомствам во всех ипостасях, там спорт, бизнес, любовь, отношения. Каждый найдет и почерпнет для себя частичку своего. Я считаю, что вот это очень важная функция штаба татар Москвы, которая позволяет познакомиться, узнать, кто чем занимается, завести полезные связи, объединять наш народ в таком мегаполисе, как Москва. Ну, в общем, очень положительные эмоции. Спасибо, что пригласили. Менә бүгенге көннән әйдәгез бер үзара татарча сөйләшәйек. Безгә бит татарча сөйләшкәнгә бер кеше авызга сукмай. Без бит барыбыз да татарлар, татар телен беләбез. Әйдәгез бүгенге көндә бергәләп үзара телефоннан, СМС, интернеттан гел татарча сөйләшәйек. Сегодня я пришел второй раз. Раз я пришел второй раз, значит, мне первый раз понравилось. Я не хожу второй раз в места, которые не произвели на меня впечатления. Я сегодня участвовала в конкурсе, где 3 девушки должны были приготовить 3 блюда и потом накормить парней. Соответственно, то блюдо, которое больше всем понравится, то есть то блюдо, которое приготовила девушка, то и та девушка и выигрывает. Диляра, как называется твое блюдо? Блюдо называется ромашка. Старое блюдо называется ромашка. Давайте попробуем. Сейчас наши коллеги могут попробовать, и ребята тоже попробуют и оценят. Нам дали по 3 пакета. В каждом пакете, так скажем, был сюрприз из разных овощей, ингредиентов. В моем было свекла, листья салата, сыр и грецкие орехи. Мне почему-то сразу напомнило какие-то средиземноморские салаты. И сразу же, когда я готовила, почему-то мне пришло в голову, что, скорее всего, спросят, как я назвала это блюдо. И назвала это блюдо итальянский полдник. Москва большой город, здесь много разных развлечений, много разных мест досуга, но вот именно возможность окунуться в татарскую молодежную обстановку, штаб позволяет это сделать. Не везде такое можно встретить. Положительное впечатление, был интерактив,
То есть не только все приходят, сидят, а еще и какой-то интерактив, и знакомятся. Мне вообще, в принципе, интерактивы нравятся, это всегда хорошо. И для того, чтобы мы продолжим наше путешествие сегодняшнее, поскольку все скучали, к сожалению, у нас есть небольшая игра, которая называется «Пас». Съешь 5 конфет, задание! Мондай кичләрне без тагын да җыярга исәп, и бу кичләргә без хәзер башладык башкорт студентларын да чакырырга. Күп институтларда безнең татарское землячество, башкирское землячество, безнең бер җырлар, безнең бер тел, без бергә булырга тиеш. Всем советую приходить. Я думаю, что впереди нас ждет много интересных встреч. Приходите.